В эти минуты в Белом доме проходят переговоры Барака Обамы с президентом Афганистана и его соперником на выборах, который стал главой исполнительной власти. В нашей студии Александр Панов, от которого мы надеемся узнать подробности этого визита. Наздаша, это первый визит в Вашингтон президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая. Любопытно, что нынешний глава Афганистана в прошлом был тесно связан с Соединенными Штатами. У него диплом Колумбийского университета, он преподавал в бизнес-школах Гарварда и Стэнфорда, работал во Всемирном банке. 2 года назад британское издание «Проспект» поставило Гани на 2-е место в списке 100 лучших мыслителей мира. Нетипичный для Афганистана политик-интеллектуал. Минувшим днем афганских лидеров, президента и главу исполнительной власти принимали в Пентагоне. Ашраф Гани выразил особую благодарность от лица афганского народа американским военнослужащим, проливавшим кровь в боях с талибами и террористами из Аль-Каиды. Мы не хотим быть бременем. Мы не спрашиваем, что Соединенные Штаты могут сделать для нас. Если перефразировать президента Кеннеди, мы хотим рассказать, что Афганистан собирается сделать для себя и для мира. И это означает, что мы собираемся навести порядок в собственном доме. Терроризм — это угроза, это зло. Мы, афганцы, говорим террору «нет». Мы никогда не подчинимся ему, мы преодолеем его. Продолжительные переговоры прошли в загородной резиденции главы государства Кэмп-Дэвид, где с афганскими лидерами встречались госсекретарь Керри, министр финансов Лью и министр обороны Картер. Вот что заявил Джон Керри перед началом переговоров. Мы собрали здесь в полном составе команду президента, занимающуюся вопросами национальной безопасности, чтобы в атмосфере открытого обмена мнений спокойно и вдумчиво поговорить о значительных изменениях, происходящих в Афганистане. Саш, но афганские лидеры накануне визита говорили о том, что Вашингтон мог бы более гибко подойти к вопросу о сроках вывода американских войск. То есть означает ли это, что Кабул просит Америку задержаться? Эксперты отмечали, что Белый дом должен учесть уроки Ирака, резкий рост там, в образовавшемся вакууме власти так называемого исламского государства. Если вспомнить высказывание Сент-Экзюпери, мы ответственны за тех, кого приручили. Как ожидается, в результате этого визита 2 американские базы в Кандагаре и Джалалабаде продлят свое функционирование и после 2015 года. Темпы вывода американских войск по просьбе афганских лидеров могут быть замедлены. Сейчас в Афганистане находится почти 10 тысяч американских военнослужащих, а экономическая и финансовая помощь будет увеличена. Пентагон окажет помощь в оснащении и обучении афганских вооруженных сил, которые к 2017 году должны составить 352 тысячи человек. 800 миллионов долларов будет выделено на осуществление реформ. Вчера в Кэмп-Дэвиде объявлено и о специальной энергетической программе помощи. Сейчас в эти минуты в Белом доме проходят переговоры с президентом Обамой. Сначала в расширенном, потом в узком составе, а еще будет рабочий завтрак. Позже на пресс-конференции мы узнаем главное, что решит верховный главнокомандующий по поводу продления сроков для американских войск. Любопытно, что подход американской стороны заметно отличается от того, как Белый дом вел дела с предшественником Гани, президентом Карзаем, администрацию которого здесь обвиняли в коррумпированности. На интеллектуала Гани Вашингтон, похоже, делает серьезную ставку. Спасибо. У нас в студии был Александр Панов.